Криминогенная ситуация в Абхазии за прошедшую неделю, а также ход расследования громких преступлений стали предметом обсуждения на площадке Арсмира. Брифинг для журналистов по данной теме провели представители оппозиции. А поводом для встречи с журналистами стал поджог автомобиля председателя политической партии АПСНы Виталия Габния. Отсутствие справедливости в данном вопросе повлечет неминуемые последствия, считает Габния. Вот сама несправедливость, она несет в себе колоссальное накопительное напряжение. И ко времени обязательно вырвется. Когда, снеся все на своем пути, когда говорят о том, что абхазы незаконопослушны, это не так. Для абхазов важно, чтобы законы на всех работали одинаково. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба считает борьбу с криминалом провальной. Однако, по его словам, так было и в предыдущие годы. По мнению Ардзинба, нужно менять методы борьбы с преступностью. Сегодня, говоря о криминогенной ситуации, тяжело подбирать слова в части похвалы. Криминогенная ситуация в целом, ситуация провалена. Она провалена, может быть, даже не сегодня. Нужно смотреть природу возникновения такого рода вещей. Политическая конкуренция в нашей стране дошла до абсурда. В чем заключается этот абсурд? Абсурд заключается в том, что политические конкуренты дошли до того, во многом не гнушаясь уже и в сговоре с криминалом, идут во власть. Сегодняшняя власть, будучи в оппозиции, одним из главных своих приоритетов, а вообще флагманом своей предвыборной кампании, это борьба с криминалом, разгулявшийся криминал. Никто не спорит с тем, что криминальная ситуация была раньше плохая, но она не улучшилась. Я не хочу перекладывать, коль сегодня пришел Дмитрий Сергеевич сюда, ответственность непосредственно на него. Но он сюда пришел, я думаю, это позыв такой, что человек, когда с самоотдачей относится к работе своей, он хочет прийти и высказаться. Это нормально. Но в целом ситуация не может никого устраивать. Где обещаны реформы? Мы 5 лет слушали Аслана Бжани о его невероятных реформах, которые будут происходить с первого дня прихода его во власть. Политические реформы, экономическая программа, майнинги, борьба с коррупцией и другие темы прозвучали в ходе брифинга. У оппозиции свои взгляды на методы решения существующих проблем. При этом Адгур Ардзинба заявил, что они готовы сотрудничать с властью по любым вопросам. Все начинается с выборов. Вот впереди парламентские выборы. Я уже вижу, там кто-то бегает, с трансформаторами, кто-то с щебенкой, кто-то. Это сейчас не контекст нашей сегодняшней встречи, но наши граждане должны понять. Если я соберу целый колхоз разных соратников, союзников, кого попало, лишь бы выиграть выборы, я не смогу работать. Эта телега не поедет. На встрече присутствовал министр внутренних дел Дмитрий Дбар, который ответил на все вопросы представителей оппозиции. Министр дал оперативную информацию о поджоге машины и ходе расследования. Он пояснил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Уже задержан подозреваемый и водворен в следственный изолятор. В данный момент человек, который поджег данную автомашину, задержан, дает признательные показания. Это Дмитрий Аргун. Находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто. Могу заявить об этом официально. По поводу воров в законе, что вы упомянули здесь. Я хочу напомнить, это я не оппонирую ни в коем случае, я привожу примеры на том, что воры в законе по мере той возможности, которую располагает Министерство внутренних дел, регулярно доставляются в Министерство внутренних дел. Если мы видим данное перемещение или они находятся в общественных местах, это пресекается Министерством внутренних дел. Я последний раз помню, что 2 месяца назад так называемый вор в законе сидел в ресторане «Леон», после чего он был сразу задержан и водворен в ВВС города Сухум. Мы реагируем на это сразу. И никакие воры в законе у нас не делают сходки перед администрацией президента, не гуляют по набережной
и не сидят в ресторанах. Дбар также рассказал о методах борьбы с криминальными авторитетами. Министр пояснил, что в последнее время намного улучшилось материально-техническое оснащение, что в свою очередь позволит повысить качество работы оперативников, подчеркнул Дмитрий Дбар. К сожалению, Министерство внутренних дел только сейчас начинает оснащаться материально-техническим обеспечением. И в данный момент мы работаем дедовским способом, как говорится. А преступники намного технически подкованнее, чем мы. Ну, этот вопрос уже решен. Больше чем на 100 миллионов закуплены и автотранспортные средства, и повышение заработной платы сотрудникам органов внутренних дел. То есть этот вопрос решается планомерно. И еще раз повторяю, что на особом контроле президента все резонансные дела. Еще здесь вопрос прозвучал про реформы. Вы задали этот вопрос. Предложения по реформам, они окончены были неделю назад. Уже представлены президенту на осмотрение и одобрение данных реформ и в Кабинет министров. О полном реформировании Министерства внутренних дел. То есть мы закончили данную процедуру. Это я говорю в частности только про МВД сейчас. Я могу только за свое ведомство говорить, про МВД. И скоро это будет достоянием общественности, какие реформы будут в Министерстве внутренних дел. Представители оппозиции затронули также проблему энергетики. В частности, они отмечали необходимость наличия плана действий, направленных на сохранение энергетического потенциала страны. Сима Аргун, Артур Каландия, Абхазское телевидение.